Сейчас таксисты даже не могут нас найти. Сейчас ищем ходы, как выезжать, как заезжать. Эти кадры мы снимали месяц назад. Тогда жители поселка Татваленко жаловались на то, что они отрезаны от мира. Единственную дорогу закрыли, когда рядом началась стройка жилого массива. Нефтяники забили тревогу и установили шлагбаум, мол, грузовики могут повредить подземный нефтепровод. Жителям остался альтернативный вариант – добираться до Казани через стройку. Но и здесь проезд для местных только по пропускам. Да и добраться до Татваленко было невозможно. Ни скорой, ни пожарным, ни такси. Дороги на карте нет. После общественного резонанса жители услышали, начали ремонт. Это переходный тип покрытия, щебеночно-песчаной смеси. Дорога уже построена как раз для обеспечения транспортной доступности жителей поселка Татваленко. Там проживает 40 человек, и когда вот мало жителей в поселках, в населенных пунктах, мы применяем такой переходный тип покрытия. Еще недавно здесь были лужи и глубокие ямы. Сейчас дорогу укрепили, положили щебенку. Вот только жителей поселка Татваленко это по-прежнему не радует. Они искренне недоумевают, почему для них не откроют старую дорогу. А нужна она жителям для того, чтобы быстрее и без пробок добраться до Казани, и чтобы скорые с полицией оперативно приезжали на вызовы и предлагают свое решение проблемы. Проще поставить укрепление на плиты, поставить знак, что для больших машин въезд запрещен. Все. Все, даже мы своим умом как бы это понимаем. Еще один вопрос, который беспокоит жителей, на чьем балансе будет участок отремонтированной дороги. До недавнего времени сам поселок Татваленко входил в Приволжский район Казани, а дороги относились к Лаишевскому району. Кто чистить будет? Вечером нормальная дорога, ночью метель пошла и всю дорогу задуло. Вот как там проедешь? Тут ладно, хоть можно пешком до остановки дойти. Да. Лопатой почистить можно, на крайний случай. В администрации Казани на этот вопрос нам пока не ответили. Представитель застройщика прокомментировал так. Я так понимаю, что, наверное, она встанет на баланс города, может. Но дорога все равно чиститься будет. То есть свой участок дороги мы чистим и чистили. Несмотря на все перипетии ситуации, проблема решается. Как заявил нам представитель застройщика, щебеночную дорогу они заасфальтируют за свой счет, если деньги не выделят из бюджета, как это сделали сейчас. Юлия Гоглева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.